Свыше 3000 участников, сотни проектов и контракты на миллиарды рублей. Второй Восточный экономический форум стал рекордным во всех отношениях. На деловых встречах обсуждают стратегические вопросы развития Дальнего Востока. В первую очередь это касается инфраструктуры. В этой связи рассчитываю, что новый состав парламента в первоочередном порядке до конца текущего года рассмотрит закон, который обеспечит снижение тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. Еще один из важнейших факторов развития территорий – люди. Сейчас, чтобы привлечь работников, одной высокой заработной платы уже недостаточно. Об этом говорили во время проведения дискуссии «Обеспечение инвесторов человеческими ресурсами. Решение под ключ». Социальная инфраструктура, возможность быть и пользоваться социальной инфраструктурой для работника и для членов его семей, включая детский сад, наличие школ, доступной медицинской помощи, да, и, собственно говоря, куда ходить-то после работы важно. Большой интерес гостей форума вызвала Якутия. Наряду с другими регионами республика представила свои культурные ценности, традиционную кухню и туристические проекты, которые, возможно, в ближайшее время станут частью Восточного кольца России. Все губернаторы Дальнего Востока подписали соглашение по созданию туристического кольца «Восток» с Министерством культуры Российской Федерации, агентством по туризму, для того, чтобы привлечь внимание, особенно иностранных туристов, к субъектам Дальнего Востока. Главным результатом форума стали свыше 200 подписанных соглашений. Общая сумма их составляет более 1,5 триллиона рублей. По словам экспертов, это значит, что форум проводится в правильном месте и в правильное время. Дмитрий Макаров, Вести.